отчете, опубликованном китайским правительством, утверждается о неверности того, что уйгуры, проживающие в Восточном Туркестане, относятся к тюркам, и подчеркивается, что они со временем стали политической игрушкой тюркских и исламских групп. Также в документе, изданном в воскресенье информационным агентством Государственного совета, пишется, что Восточный Туркестан, расположенный на северо-западе Китая, несмотря на усилия так называемых сепаратистских групп, является неотъемлемой частью Китая. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш выступил с заявлением по данному вопросу. Преступления коммунистического правительства Китая в Восточном Туркестане продолжаются без остановок. Теперь же Китай хочет уничтожить все ценности нашей Родины и сделать жителей Восточного Туркестана похожими на китайцев. Китай не в том положении, чтобы учить нас тому, кем мы являемся. К счастью, мы знаем, кто мы, так же, как и наших отважных предков, страх перед которыми заставил китайцев построить Китайскую стену. В рамках политики ассимиляции китайское правительство будет использовать всевозможные пути для своей выгоды. Я призываю всех не обращать внимания на смешные заявления Китая и объединиться против этих игр, сказал Каракаш. Китайское правительство, которое заключило миллионы мусульман Восточного Туркестана в лагеря по необоснованным причинам и отправило сотни тысяч людей во внутренний Китай как дешевая рабочая сила, продолжает размещать в Восточный Туркестан иммигрантов из внутренних районов. Туркестан Пресс опубликовала видео, на котором китаец по имени Лю Джэньчжу рассказывает, что прибыл в Восточный Туркестан для получения бесплатного дома и земли, которые правительство выделяет для китайских переселенцев. Джэньчжу говорит, что получил ключи от дома и ожидает очереди на выдачу земли. В конце видео Джэньчжу сказал следующие слова: «Скоро я получу свою землю и покажу вам, кто здесь хозяин». Венесуэла испытывает серьезные перебои в подаче электроэнергии. Отключение коснулось большую часть страны, в том числе и Каракаса. Официальных объяснений причин сбоя не было. Напомним, что первое отключение произошло 7 марта и продлилось неделю. Второй серьезный перебой произошел 25 марта и продлился 2 дня. Николас Мадуро сообщил, что причиной отключения стал выстрел снайпера по передающему узлу гидроэлектростанции Гури, которая обеспечивала электричеством большую часть Венесуэлы. На фоне растущего кризиса между США и Ираном с обеих сторон продолжают поступать заявления. Появилась информация о том, что военно-морской флот США сбил иранский беспилотник с помощью новой системы, специально разработанной для защиты от беспилотных летательных аппаратов Ирана. Об этом сообщил интернет-портал Military, ссылаясь на Министерство обороны США. Дональд Трамп заявил, что на вооружении США имеется оружие, способное положить конец 17-летней войне в Афганистане за неделю. «Мы могли бы закончить войну за 7 дней и стереть Афганистан с лица земли. Но я не хочу убивать 10 миллионов человек», – сказал Трамп.